Как все тут изменилось. Баню построили, я и что-то не видел еще. Сейчас, ребят, небольшой обзор поснимаем. Как бы там ни было. Надеюсь, дядя Миша не обидится. Не первый год уже снимаю эту избушку. Чистили рыбу. О, видно, хорошие такие вот попадались. Тут, ребят, беседка. Вот вроде не было. Когда последний раз я здесь был, снимал, этой беседки не было. Тут добротно так все сделано. Столбы. Ну, столбы, когда в землю закапываешь, это не вариант. Лучше надо сделать на хороший фундамент. Не знаю, как тут сделано. Избушку я вам показывал, но все равно давайте пробежимся, посмотрим. Че вам за ракорка? Ну, вчера они и спустились, наверное, как я понял. О, видно охотник. Куропатку добавили. Да, избушка теплая еще. Вообще комфортно. Избушка Аниш, Ташкент. Вот так. Столик. Здесь мой дадыр поставили. Хорошая тема. Вот это вещь. Слив надо сделать не вот здесь, наверное, ведро. А, нет. Сразу слив сделано на улицу. Это правильно. Не знаю, где он выходит, где яма у них. Вот здесь просто мыльно-рыльные принадлежности. Не хорошая, четко. Вот эта тема, это понравилось мне сразу. О, запах такой приятный в избушке. Чисто. Чисто. Это с женой я приезжал. Это с женой. Сразу видно. Как-то чувствуется, вот я не знаю, почему-то вот, когда женщины приходят в избы или в доме, всегда уютно, чисто. Ну, такой вот. Не сорить. Ну и правильно. Не сорить. Чистота должна быть во всем. Тулан, потерпи. В общем, классно. Изба у Мишки хороший. Я это уже первый год снимаю. Туалет. Но вот бани еще не было. Там, вижу, поленницу уже поставили, построили. Сюда, наверное, зимой на снегоходе сейчас будут возить дрова, запас дров. Потому что поблизости сушины нету. Это надо далеко куда-то ехать и привозить. Баня сделана из бруса. Предбанник. Кресло. С комфортом, с комфортом. Это, конечно, да. Вот так все. Сруб так смотрится. Внутри посмотрим. О, да тут еще как-то с предбанником. Давайте сразу проверим, посмотрим. Ничего не видно. К сожалению, я не вижу тут. Заготовили вот здесь этот. О, как же. Веники. Но, к сожалению, вот не видно. Вот тут, надеюсь, видите, бачок с водой. Камушки. Здесь нары. Но дверь просто закрыли. Наверное, стекла нету. Да. Запах такой. Не могу сказать, на что похож. Ну, вот такие нары. И там еще вторые. Ну и все. Тут больше ничего так. Затапливают вот здесь. Печка. Топка-то есть. Такая. Вот она. Топка. Хорошая баня. Как-то с предбанником. Я не понимаю, почему это так сделано. Странно. Это немножко странно.
Но баня большая. Там парилка, а здесь предбанник. Я не знаю. Может вещи хранить тут или еще. Ну, нормально. Сам хозяин сам знает, что и как. Вот и все. Весь обзор. Все ништяк. Все хорошо. Крыша. Третий сорт доски. У него у самого пилорама проблем с стройматериалом никаких нету. В Беларуси мы вот это все привозили. Брус, доски, бревна. И построили. А там избушка. А там тулан. Мне реально понравилось. Все сделано хорошо. Но баня, конечно, перебор большая. Не знаю, здесь, наверное, по 3-4 человека. Вот, а парилка почему-то маленькая. Почему так сделано, просто надо спросить у Мишки самого. Лавочка интересная тоже. Интересная конструкция. Вон там 3 доски. Тык-тык-тык. И уже вот так сделано. Фанера. 20-ка, наверное, 21 миллиметр. Вот так. Сюда еще, как сказать, стекла сделать, и тоже комната будет. Летний вариант. Скажем, если наберется много людей, здесь тоже можно спать. Да и в бане можно спать, везде можно спать. Класс. Все хоккей, Мишка. Все здорово. Ладно, ребят, сейчас мы поедем дальше. Сейчас уже не знаю, там бураница будет или нет. Если не будет, то по целине поедем. Еще несколько километров хотя бы 3-4. И там начнем уже, встанем на лыжи и собрать чагу. Вот такой небольшой обзор избушки. Там у брательника новая изба, старая изба. Там уже брат у него тоже, ну, в основном ягоды собирать приезжают, рыбу ловить. А за этой опушкой леса там, вот вы вот представьте, вот в нашем селе, где вот, скажем, я живу, большой дом. Вот такой же дом большой там был. Вот. Потом разобрали и увезли отсюда, на Зиле, наверное. Просто разобрали на стройматериалы, наверное. А раньше как-то большой-большой настоящий дом стоял. И всей семьей, наверное, жили тут, сено заготавливали. Почему такой большой дом строили, я не могу сказать. Смотрите, какой снегопад начался. Вот. Ну все, поедем дальше. Будем смотреть, какие обновления здесь у Мишки будут. Сейчас вот новая баня. Там позапрошлом году, наверное, сюда заезжал. Позапрошлом году, наверное, сюда заезжал. Тут только стояли стройматериалы, а сейчас уже вот и поленница, и баня. И в следующий раз, может, там полная поленница дров будет. Ну, как будет, все это я буду вам, ребят, снимать. А сейчас мы дальше поедем. Не знаю, как там. Дорога есть, нету, хрен пойми.
Все, короче, я собрался. Буран тут оставляем. Никому не мешает. Чуть в сторону отъехал. Бураница свободна. Сейчас зайду вот сюда. Включу геотрекер, чтобы примерно ориентироваться, где и как буду идти. Не знаю, что-то нам даст или нет это место. В прошлый раз где-то вон там, наверное, закончил здесь сбор чаги. Сейчас уже снова подальше и дальше приходится идти. Вот. Ладно, побродим, а там уже буду включаться, где я буду находить. Взял топор, взял пешню. Сегодня по-взрослому будем ходить. Пошли туда. Шли. Давай. Ищи. Ищи белку. Ищи белку, Талан. Вообще ничего нету в лесу, блин. Капец. Ладно, смотрим. Какая может быть охота, ребят, если даже синицы не слышно в тайге, дятла вообще. Пустота. Тишина и покой над солдатской тюрьмой. Спят, забывшие о днях, спят солдаты дисбата. Только их не буди, стороной обходи. А утомились они. Есть ребята. Но место-то хорошее. Ельник. Березняк. Прям шикарное место. Ну, здесь вроде что-то похоже. Сейчас проверим. Что-то не густо совсем. Тулан ходит. Ага, есть контакт. Весь во льду. Так, ладно, это дома потом буду чистить. Так. Фу. Ну, слабенькая чага какая-то. Да, одна труха. Ребята, совсем плохая чага. Тут более-менее еще буду чистить. Да. Во-первых, маленькая. Во-вторых, совсем какая-то не очень хорошая. Нашел. Один единственный шаг сделал бы еще вперед, и я бы не увидел его. Случайно боковым зрением вот как-то заметил. Ух ты! Это чагенция, конечно, из всех чага. Да, крупный. Давно такие не попадались. Обледенелась, конечно. Капитально. Но большой. О, капец, ребят. Вот это чага. Вот это чага, да. И у меня рюкзак полный. Вот вам и находка такая. Фу, классная, бля. Ого. Вот он, ребят, какой. Просто огроменный. Вот так. Лишнее. Ух. Капец. Вон, ребят, вон.
Нашел. Я шел туда. Думал, там пустырь. Возле пустыря так пройдусь. Но здесь прошел нормально так. Что-то ничего не было. Вот здесь удача нам улыбнулась. Верховых пока не было. Все вот низовые как бы топором рубить возможно. Но, блядь, такое шикарное место тут. Без подсада. Даже для выстрела хорошее место. Скажем, если на зверя охотиться или, блин, на расстоянии 100 метров можно даже смотреть. О, хорошо. Вот он. Вот. Есть контакт. Ну, не просто так дается, конечно. Ходить много надо, но все-таки есть находки неплохие. Здесь будем ковырять тут все. Опа. Ух, снег пошел. Так смотрю дальше и пока ничего не вижу. Ну, тулан здесь тоже далеко не ходит. Ему тяжело ходить. Он бы подальше пошел, но проваливается, бедолага даже. Вот. Там потом чистить буду. Вот. Там, говорит, гниет дерево. Вот, давайте посмотрим, что там дальше. Вот смотрите, до сердцевины, вон там как бы с плесенью, до сердцевины дерева. Вот эта труха идет до самого ствола. Фу. Вот так вот. Опачки. Прям хорошо отходит. Ну вот. Все. Килограммчик есть. Больше нету. Так, пойду туда. Там хорошие места еще. На вид так нормальный. Там еще вот еле-еле я увидел. Вот отсюда не видно. Там тоже вроде как тяга. Сейчас я это соберу и сходим туда. Тут все собрал. Тут все собрал. Ой, там еле-еле я увидел, там что-то есть. О, блин. Да. Мог бы, конечно, там проскочить, не увидеть. Но вот как-то иногда бывает случайно замечаешь их. Ну, тяжеленький уже рюкзачок-то. Быстро наполнилась. Так. Тут какая-то старица. Что за старица там? О, сколько там еще образовывается. Дофига. Только-только. О, ни хрена себе. Вот это шоколад. Полностью. Такой шматок. Какой-то вот жук в печке. Вон он. Короед. Да. Вообще шикардос. Сейчас подумаю, что куда дальше идти. За старицу как-то неохота уже. Перекур.
В общем, вынес первый мешок. Вон он. Где-то килограмм 10, наверное. Ну нафиг, 20 килограмм, 25. Это таскать на себе, это просто самоубийство. Самоубийство. С прошлые походы, блядь, сколько я тащил. Эти 23 килограмма. Ради чего, спрашивается. Вот. Сейчас недалеко был я от Бурана. Да, и думаю, вынесу, лучше налегке. Снова зайду. По другим местам уже. Сейчас пошире круг возьму. Нормально, хорошее начало. Прошел-то буквально на полчаса где-то ходьбы. Один кусок большой попался, потом по мелочи. Вот. Жарко на улице. Пока не тает, но вообще тепло. Чувствуется уже как-то настоящее весеннее уже скоро будет. Вот. Ладно, сейчас 2 минуты посижу и дальше в путь. Будем дальше искать. Места здесь оказываются хорошие, и березняк такой нормальный. Смешанный лес. Елка с березой. Пихты практически нету. Осины вообще нет. Так что потом в ту сторону еще схожу. Сперва здесь пройдусь. Если найду, вынесу. Если нет, так в ту сторону дальше пойду пешком. Будем надеяться, что еще найдем. Там старицу, которую я увидел, за старицу можно сходить. Посмотрим, что тут интересное увидим, новое. Здесь на охоте я ходил, наверное, раза 2. Может, там просека будет. Вот по этой просеке, когда охотился. Здесь, между прочим, рябчик есть, свистел сейчас рябчик. Вот. Ну, уже давно ходишь, там давно проходил, и забывается еще, где, как, что за лес. А вот когда начнешь собирать, скажем, ягоды или хотя бы чагу, там уже нормально присматриваешься, где, какой лес, что там интересного там. Где что-то находил, значит, запоминаешь это место на будущее. А когда разом там прошел, ничего такого интересного не было в том походе, то просто ты их забыл и все. Прошел и забыл. Вот от Бурана, короче, больше кругом прошел, ни одной штуки не нашел. Потом здесь параллельно шел уже своей лыжне, он где-то вон там. И вот отсюда, не знаю, видно, не видно, вон там береза и с чагой. Как я это проморгал. Ладно, сейчас давайте сходим, проверим и посмотрю, где сторона лыжня должна проходить. Где-то вон там я видел лыжню. Ладно. О, смотри, как тонет собака. Не может идти. Угу, чага. Даже, думаю, может, даже и не чага там. Вон мои следы. Вон лыжня. Да. Дерево с другого ракурса, только вот этот виден. Но издалека я вот черное пятно увидел, а хрен пойми, там чага или может даже и нет. Вон лыжня, вон. Вон моя лыжня. А здесь только место. Да. Тут даже и брать нечего. Хоть и дерево живое, и все. Вот так это выглядит. Вот так. Бываешь, подходишь и облом. Ладно, давайте я еще левее сейчас пойду. Потому что вон там моя лыжня. Первый раз когда ходил. Здесь прошел, потом уже начал обратно выходить. Вот. Там пустырь, какая-то старица должна быть. Пойду за старицу.
Там проверим. Вот этот интересный гриб, я раньше тоже вам показывал. Он, интересно, лечебный или нет. Вот, смотрите. На вид такой хороший. Даже очень даже хороший. Вон. Как замша. Вон. Мерзла, конечно, он сейчас. Вроде видео я видел. Один тоже собирает чагу. И вот такие грибы тоже он собирает. Не знаю, что за штучка такая. Но на ощупь, на вид приятный такой, гладкий. Ну так шершавенький такой, но приятный на ощупь. Че тонкого-то? Рябчик. Вон он. Рябчика лаял. Сперва так облаивал, наверное, видел он. Но я его не видел. Все уже там. Тула! Тула! А! Тырмас! Он уже улетел. Он уже улетел, все. Так. Ну тут ничего хорошего я не увидел. Во-первых, ничего тут нету. Во-вторых, там уже мелкие деревья. Так что куда-то вон туда пойдем сейчас. Что-то пока пусто. Совсем пусто у нас. Начало хорошее было, и потом все резко так закончилось, блин. Как обычно. Тула, рябчика увидел. А, рябчик. Шо отделен? Один рябчик. Ну хоть кто-то. Хоть кто-то. Есть лесу-то, ладно. Белок вообще нету. Ни одного следа. Вон он, ребят. Долгожданчик. Там вроде как что-то черное еще вижу. Не знаю, чага или нет там. Сходим, посмотрим. Сяду, посижу, бля. Сколько я сейчас прошел. Короче, где я последний раз включался, потом одну старицу перешел. Потом шел. И эта маленькая старица дошла до основной. Там большая старица, наверное, рано или поздно там еще я пройду сегодня. Эту большую старицу я переходить не стал. Влево ушел. Короче, там еще побродил. Тишина, вообще ничего нету. Потом опять какой-то, не-то ручей, не-то старицы, не понимаю. В общем, лес такой вот, блин, однотонный, и без навигатора, без компаса лучше сюда не лезть. Можно легко потеряться. Хотя тут зачесы есть у охотников, какие-то зачесы, вон я вижу. Там ловушку еще одну видел. Но все равно лучше навигатор, компас с собой брать. Потом, короче, этот ручей я перешел и начал возвращаться, ну, к основной старице, вот так. Тулан здесь у меня, он тут стоит. Вот, ну, блин, на таком расстоянии ни одной чаги, это... Вот я и об этом говорил уже не раз, что на километр одна чага может быть, или даже на 2 километра одна чага. Или же бывает, ты попадешь на такое место, вот, ну, буквально на 100 вот такой вот, или 50 на 50 такой квадрат, участок, и там просто вот через одно дерево там чаги. Почему вот так? Ну, вот так они и выходят местами. Хорошая чага. Сейчас буду долбить с наслаждением, потому что, блядь, сколько шел я к этой чаге. Капец. Вон туланлёга. Вот так. Ну, примерно вот картину, что я сейчас прошел, рассказал. Конечно, все снимать не стану, там, как я иду. Просто идешь. И тишина, пустота. И вот наслаждение, вот она.
где-то с килограммчик будет. Не скажу, что очень уж хороший, но лучше, чем ничего. Тухлявенький, конечно, тут. Вот. Очень много льда обледенело. Да, вроде чага, ребят. Одно дерево вижу, второе дерево, два дерева с чагой. Там надо вот туда сходить еще. Ага, 3 дерева, ребят. 3 дерева с чагой. Я и говорю, блядь, местами так они кучно выходят. Да. Еще он. Здесь больше. Вон они. И там еще 3 дерева. Да, здесь большой. О, смотрите, видите как. Блядь, лишь бы на голову ничего не упало, она. А, бля, промах. Снег пошел. Фух. Ничего себе. Ничего, он сидит. Крепко сидит. О. Вот бересту здесь снимали, видно, до сюда. Ну, дерево уже с берестой новой. Опа! Очень большой. Ну вот. Ну сейчас еще к 3-му дереву схожу. Нахожусь на буранице. Вот он. Мешок выгрузил. Вот. Сейчас только возьму рюкзак и в сторону снегохода буду идти. Ну, килограмм 10 снова я вынес. Может, наверное, больше. Килограмм до 15 примерно. Вот. Вот такие дела, ребят. Сюда подъеду на снегоходе. Сперва, ну, нормально, пол расстояния. А что я сюда пришел, обратно мне надо туда идти. Также по лесу пойду. Надеюсь, что-нибудь найдем. В принципе, нормально. Сейчас возле Бурана чай попьем.
Бля, надо было мне сменный бушлат еще взять. Вообще спотел капитально. И на снегоходе сейчас ехать. Шапка сырая, я сырой. Бушлат сырой. Ничего в этом хорошего нет. Надо сменную одежду всегда с собой носить. Вот. Что-то из теплой избушки выходишь, а тебе жарко, хорошо. Не остынешь. А вот в реальности, вот, весь потевший. Верховой чаги нет, а одно только видел высоко. В Пешняне еще не пользовался Пешней. Вот так. Ладно, чтобы не остыть, надо двигаться. Пойдем дальше. Дошел до бурана. Вообще тут ничего не оказалось. Одно дерево только с мелкими чагами там нашел и все. Рюкзак, можно сказать, пустой. Прошел я, в общем, 3 километра 880 метров. Это на лыжах. Чисто на лыжах прошел. Ну, грубо говоря, 4 километра, потому что здесь я навигатор чуть позже включил. 4 километра. На 4 километра у меня, в принципе, один полный под завязку, там мешок получится. Трек. Мне интересно. Лишнее показывать не стану. Вот здесь для ориентира ничего такого вы не увидите. Вот. Ну а трек такой. Вот там у меня справа конечная точка. Вот так зигзагами туда-сюда ходил. Один раз выходил уже сюда, потом уже второй раз пришел. Ну, примерно вот такой трек. Вот, сейчас чай попью. Ребят, и поеду до мешка. Время 12 часов. И там еще, наверное, часик поброжу и, ну, и хватит. Не так много еще сегодня прошел, что-то я уже начал уставать. Не знаю почему. Вот. Надо чай попить. Сил набраться и дальше в путь. Хочется еще хотя бы один мешок найти, поискать, найти. Так. Сейчас покажу, что там я набрал. Вот один, второй. Ну вот это с одного дерева я уже не стал включаться. Вот. Это еще. Вот еще, ребят. В одну сторону целый мешок, а в другую сторону вот. Капец. Ладно, сейчас чай организуем. Конфеты и сухари. Надо было, конечно, больше взять. Что-то кушать уже захотелось. 2 штуки тулану дам. Лак. Все. Пусть грызет. Не спеша он ест. Спокойно. Не голодная собака. У него все хватает. Все. Насчет корма там проблем никаких нет. Блять, трещет меня аж. Вот это да, от напряжения. Прям трещет. Старые конфеты столетней давности. На. Ну, в общем, чай буду пить.
конфетами и с сухарями. Конфеты есть.